Мы намечали на сегодняшний день затронуть такую тему, которая долго очень бытовала здесь. Это пчеловодство по шахмату. Значит, я имею черновые записки, которые нумерованы. Списка их общего не существует. То есть навалом сколько угодно. А разбирать поштучно каждый листок. И по порядку. Это просто безумие. Тем более, что он сам признавался. Меня просил в свое время по этим материалам написать брошюру. Вот. Когда материалы все посмотрел, так, по этим материалам написать брошюру, это очень сложно. Только сам бы автор упорядочил это все, тогда можно было бы подредактировать. К сожалению, он в последнее время был нездоров. Вот. И мне встретиться с ним так и не получилось. Вот. А вскоре, значит, я был приглашен на печальные и так далее события. Но его понимание пчеловождения, его практика, огромнейшая практика. И, как я бы сказал, удивительная смелость браться за все новое и влезать как можно поглубже. Вот. Он, можно сказать, что первый в республике применил джентльский сорт, стал выводить молодых маток и так далее и тому подобное. Даже пытался их реализовать через пчелоконтору, но у него это не получилось по простой причине, что у нас бытует среди пчеловодов до сих пор, когда решается разговор о матках, табу. Это что-то неведомое. Это, вот человек начинает робеть. Господа пчеловоды. Природа, природа настолько разумна, настолько она рациональна, что если вы возьметесь этим делом заниматься, это несколько часов надо, чтобы понять, а что же это такое. И вот я решил, чтобы приблизить вас к рациональному пчеловодству, вам просто прочитать несколько листочков одной работы, в которой будет перечень оглавления. Лет где-то 8 назад, 9. В общем, где-то, наверное, год 2009, где-то вот так вот, примерно. Потому что я, значит, писал письмо автору, просил его мне выслать книги, вот, и он мне, значит, в одной из книг написал пожелание. Хочу. Так. Уважаемый коллега, желаю вам успехов в пчеловодстве. Ткачев. Мы созвонились с ним сначала. Он дал адрес и получили, значит, вот эти книги с товарищем, тоже пчеловод. Значит, очень перекликается
вот из разговоров с Шахматовым, а он от меня никаких секретов о пчеловодстве никогда не скрывал, очень перекликается работа Ткачева «Практическое пчеловодство». Поверьте мне, вот это самая настоящая технология. Вот учебник здесь вы так показали, вот он лежит, золотую медаль получил и прочее, прочее. Вы его прочитаете, пчеловодом не будете. Обо всем понемногу, но ничего такого особенного нет. Я его проштудировал, отложил в сторону и стал искать другие источники. Значит, если у вас хватит терпения, а я вас прошу, чтобы у вас его хватило, я сейчас пару страниц вам зачитаю, на какие вопросы он отвечает и дает исчерпывающую технологию, даже для начинающего пчеловода. Здесь у него много научных объяснений, но они настолько написаны доступным языком, эти научные, значит, изыскания и объяснения, что даже непосвященный человек может, прочитя вот один из абзацев этих вот, поймет, о чем идет речь. Итак, Ткачев. Практическое пчеловодство. Первое, предисловие. Ну, предисловие можно и читать, можно объяснять. Сразу начинается страница 5. Производительность труда пчеловода и медопродуктивность пчелиных семей на пасеке. Уход за пчелосемьями на больших пасеках. Как определяются сроки для выполнения тех или иных работ на пасеке в любом регионе России. Техника ухода по основной технологической схеме в ульях стояка. Техника ухода за пчелами по малооперационному методу. Малооперационный метод пчеловождения, страница 28, кормовая надставка, техника ухода за пчелами по малооперационному методу, состояние пчелосемьи, когда используется кормовая надставка с пчелиными сотами, смена маток без предварительной закладки маточников, страница 39. Прошу вот на это дело обратить внимание. Я этим делом пользуюсь уже много лет. Потом расскажу своему еще раз. Формирование отводков в 12-рамочном улье на рамку 300 с надставкой на полурамку 145. Уход за пчелами в улье, который состоит из надставок на 10 или 12 полурамок. Речь идет о многокорпусном содержании. 8-рамочные ульи на рамку 435, 230 и на рамку 300. Уход за пчелами 10 и 12-рамочных ульев на один размер гнездовой рамки 435 на 300. Уход за пчелосемьями 14 и 16 рамочных ульев с надставками и неотъемным дном. То есть обыкновенный. Когда используется кормовая надставка, где размещать и каким способом формировать отводок с зимовалой маткой. Способ перевода отводка с зимовалой маткой из кармана в кавычках, за перегородкой. Надставку, лежаки. 8 штук. Маленькие. Зимой.
Техника ухода за пчелами при использовании приобретенных маток в течение 2 сезонов. Уход за пчелами, когда не проводится плановая смена маток. Искусственное роение, когда семья не вошла в роевое состояние. Перевод на положение роя семьи с зимовалой маткой. Уход за пчелами серой, горной, кавказской породы. Объединение 2 слабых семей перед главным медосбором. Способы объединения отводка с основной семьей. Искусственное роение, когда семья вошла в роевое состояние. Использование роевых маток. Способ самоуничтожения роевых маток. То есть, когда наступает роевой период, пчелы и матки друг друга не убивают. Поэтому идет первак, вторак, третьяк и пошли по рынку. Это период июля месяца, когда идет активное размножение пчел. То есть естественное состояние пчел размножаться, как у всего живого. Выход раев. Поимка раев с помощью препарата апирой. Контрольная ревизия пчелиных семей в самом начале главного медосбора. Особенности размещения расплодных рамок в ульях. Разной конструкции перед началом главного медосбора. От чего зависит медопродуктивность пчелиных семей на пасеке. Необходимо ли ограничивать матку в одном трудовом корпусе? Отделение расплодного гнезда от кормового. Почему пчелы убивают молодую матку во время объединения отводка с основной семьей? Можно ли исправить безматочную семью? Чем отличается метод Блинова от метода Ткачева? Чем отличается способ Щербини от способа Ткачева? Способы формирования гнезд на зиму. Кроющие рамки. Как относятся пчелы к матке и расплоду. Развитие пчел, маток и трутней. Внешнее строение тела пчелы, матки и трутня. В каком возрасте молодые пчелы начинают вылетать из улья. Пение и кваканье маток в улье. Почему и как необходимо производить смену маток. Осмотр пчелиного гнезда семьи. Пчелы, которые обладают особо злобным нравом и смена в ней матки. Вывод ранних качественных маток. Клеточка-инкубатор для одного маточника. Почему у пчелы семьи-воспитательницы выбрасывают личинки или яйца из ниточек. Контрольная рамка. Рамка-инкубатор питомник. Использование рамочного изолятора при подсадке маток, основные условия для подсадки плотных маток, надежный способ подсадки маток осенью, формирование отводков на матковых пасеках средней полосе России, способ формирования слабых отводков, увеличение количества семей на пасеке, поведение пчел, формирование отводков при размещении пчелиных семей на платформах и павильонах, размещение ульев на точке, пригодность сотов, обновление соторамок в расплодном гнезде, кормушка поколочена, сотокормушка, форма верхнего лотка, приульевая поилка. Необходимо ли препятствовать матке, чтобы она раньше прекратила яйцекладку в осенний период? Обеспечение пчелосемей жидким кормом во время проведения осенних противоротозных обработок, сохранность пчелосемей во время зимовки, от чего зависит продолжительность жизни пчел, какой корм лучше для зимовки, сразу скажу, по моему опыту, только сахар. И ни в коем случае не класть туда уксусную эссенцию. Это старый способ, но он, поверьте мне, нектар, который пчелы несут с растений, это чистейший сахар. Чистейший сахар, натуральный сахар.
и пчелы его перерабатывают потом в мед. Так разве может быть нектар с растения, сдобренный уксусной кислотой? Чушь. Вот кто-то вот в голову взял и из учебника в учебник переписан добавок. Зимовник. Подготовка ульев при зимовке пчелосемейном уле. Вентиляционные каналы в улье. Установка ульев на стеллажах в зимовнике. Осмотр пчел зимой в помещении. Это аварийный случай является визуальным, постоянно. Воскотопки, пасечная тележка, передвижной пасечный домик на колесах. И следующая, не менее интересная его же книга «Практическое пчеловодство в условиях воротозной болезни пчел». Здесь подробно даны способы соединения как зоотехнических методов, так и методов лекарственных. Вот коротко я вам прочитал. Как видите, объем огромный. И любое, вы берете, значит, оглавление, любое, значит, объяснение, какая-то статья, какой-то прием или технологический прием, написанный очень кратко и с точным изложением, как делать. Беру вот этот золотой учебник. Золото у него есть. Читаю. Если вы весной обнаружили, значит, гибель матки, дать новую. Вот так. Так это же, как говорится, козе понятно, что надо дать новую. Ее возьмет. И больше никаких черпей. Вот он, золотой. Поэтому, чтобы не домогаться вот так, как все-таки сейчас не проблема. Шахматов пришел к такому случаю, и мы обсуждали с ним это. Нужно обязательно маток весной менять на сеголеток, не рояться. Бывает рояться, но... Не рояться. Есть способы, вот я использую способ без отыскания маток, без вывода маток. Я маток выводил, женский сорт у меня есть. Весной есть прием, когда матки выводят сами себе. Старая матка выводит, молодую матку выводит. Не меняется наследственность, это очень важно. Поэтому сборные, всевозможные медовики бывают хуже работают в средней семьи. Почему? Мешает наследственность различных семей. И вот товарищ там в журнале пишет, дает рекомендации, значит, там детей, господа пчеловоды, пока вы не смените пчел помесью средней нашей русской породы, которую хвалят на всех концах, кроме злобливостей, ничего нет. Ну, еще хорошая зимовка. Хорошо перезимовали, а потом я однажды сетку вот так бросила по улья, вылетели, как черти, облепили сетку. Дымарь залепляет, ага. Были маленькие. Сейчас, вот я был в Германии, был пчеловодом, который проработает на производстве. У него около 200 семей. Он сам выводит маток, никаком времени вообще речи не идет. Не идет никакой речи. Значит, Шахматов делал так. До 10 числа, первой декады, он в мае, он самое закладывал эти самые джентльский сорт,
для вывода маток, Вот. ставил этот сот зенковский в рамку, туда снимал крышку. Если вы никогда не видали, не слыхали про зенковский сот, вот, то я могу вам в 2 словах объяснить, потому что я его держу уже чуть не Ну, 20. сейчас Никот получше, чем Зенковский. Немножко. Он попроще работает. Рассказать? Нет, не надо. Чертеж лучше показать. А? Зачем чертеж? Сам. Вообще здесь не Чертежа у меня нет. Сот находится у меня в деревне за 50 километров. Не надо, не надо. Да видишь? Туда я не поеду сейчас. Сейчас сделайте. Сажаю в эту круглую отверстие и закрываю пробкой матку на 2 часа. В журнале записываю время посадки и время изъятия матки. Матка за это время засеивает все 100 штук. Что вы потом чистите? Затем я пробку эту убираю, крышку убираю, возвращаю снова сот туда. Пчелы начинают значит, вот, выращивать личинки. Но есть такая, есть небольшая хитрость. Не надо отстать, то есть задержать больше 3 дней. Шахматов делал на яйцах бытие. Это уже гарантия. Как говорится, ничего не повредит, ничего там не наджалит, ничего. Затем вот на эти патрончики надеваются чашечки небольшие. Это без дна, это мисочка будет. Пчелы полируют, и вот здесь уже вот этот патрончик с мисочкой ставится в специальную рамку с отверстиями и ставится в семью, где нет матки, семья, которая будет выращивать эти маточники. Есть тонкость. Рамочка должна быть узкая, миллиметров 12-15, не больше. А соты должны сдвигаться, где пчелы находятся, очень плотно к рамочке. Чем плотнее, тем лучше. И вот в этой тесноте пчелы начинают кормить и воспитывать, а нужно надо записывать. Все. И где-то на 13-й день примерно вы готовые маточники достаете оттуда, вставляете в специальные клеточки круглые и распоряжаетесь судьбой вот этих маток, которые через день-два выйдут из этих патрончиков. Вот вкратце. Ну, если не забуду, если доживу до будущего года, этот сорт я привезу. Да, покажу. Надо обязательно написать. Чертежи, чтобы были для них. А так еще. Значит, несложно, просто выводите. Как я меняю матку? Значит, шахматом вернемся. 3 или 1 мая, или 3 или 4, где-то вот так вот. Он отсаживал матку через вставную доску в карман. Там примерно место на 4-5 рамок. С маткой. Вставная доска обрамлена резиновой полосочкой, чтобы матка не могла уйти в гнездо. На вставной доске вставлена полосочка ганимановской решетки. Сейчас она делается пластмассовая решетка. Вот, и уже слово ганимановская утратилось. Ганимановские решетки были из жести сделаны когда-то. Таким образом, есть сиротство, и пчелы закладывают маточники.
То есть в том, значит, гнезде, где откуда в карман забрали матку, печатный этот самый сок. Пчелы сами потом часть перейдет туда для обслуживания, но благодаря сиротству пчелы закладывают маточники. Он маточники все уничтожал, потому что он самую продуктивную и самую удобную семью ставил в женительский сот, и оттуда уже, как говорится, эти вот патрончики раздавал, маточники раздавал тем семьям, которые, значит, дальше. В зимовку он отправлял 20 семей. 20 семей. Но каких? Раньше говорили многомушные семьи. Зимовали они, семьи мощные, зимовали они у него в 12-рамочных или 16-рамочных ульях подполья. Эти 20 семей. Весной он делал с помощью вот вывода маток женским сотом, он делал 60 и более отводков на тех семьях, которые были вот, значит, там не было маток. Делал с запасом, естественно, и где-то через месяц, в первых числах июня, матки успевали и облететься, и все прочее. И все 60 семей, иногда и больше, вот, были уже полноценными. Молодые матери работали отчаянно хорошо, потому что отводки были очень мощные. В зиму отправлял таким образом, что полностью собирал гнездо предварительно, где-то около сентября, собирал гнездо, чтобы там было в основном печатный расплод. А чуть попозже, когда часть пчел выйдет, он снова ставил печатный расплод, но через рамку. Рамка 100% запечатанного меда, это около 3,5 килограммов. Затем рамка с пчелами и печатным расплодом и так далее. И вот этот большой баян, когда пчелы выйдут, получается очень мощная семья и корму всех хватает. Какая особенность ули была у него? Без полошков, но с брусочками. Брусочки были сделаны 12×9. Длиной они были со спинку рамки. Пазы довольно точные. Итак, рамка, брусочек лежит, летом на 12, зимовать на 12, а весной брусочек поворачиваешь на 9, гнездо немножко получается потеснее, и там тепла больше. С приходом тепла брусочки поворачиваются снова на, как говорится, на 12. Вот такая особенность. Поэтому говорить о том, что там кормов не хватало, там еще чего-то, речи быть не могло. Отход пчел весной был минимальный. Горсточка, вот леток, около летка на полу, маленькая горсточка, улей почти пустой. Зимовали таким образом, что он на дно клал оберточную толстую бумагу, а весной, чтобы там не мыть ничего и паяльник лампы не работать, он брал и вот этот самый тихонько вытаскивал
поскольку гнездо было из 12-14 рамок, а улей был, значит, был какой-то запас, вот, был запас, он тихонько вытаскивал, сворачивал эти все нечистоты и в печку. Улей сухой, улей чистый, улей пенопластовый. Дно было у него, я сейчас не помню, темное или темное. Не помню. Пожалуй, не темное. У зимовалов не темно. А? У зимующих не темно. У Вот. зимующих. Я помню, что вот было не темное. Ну, короче говоря, семьи были настолько сильными, что можно было из одной семьи сделать 3 отводка. Но вот мудрый Шахматов понимал, что ранние матки, которые выводятся для отводков, хочешь не хочешь, испытывают дискомфорт температурный. И он перед главным взятком Еще раз. в конце, значит, июня давал маточники на выходе. Патронов не хватало, покупных разных. Он делал пенопластовые вот такие вот брусочки, отверстие сверлил на 12-15 миллиметров, туда вставлял маточник, и в каждую семью сверху, в уголочек где-нибудь, он вставлял, это для летних маток, вставлял эти маточники. Молодые матки выходили и уничтожали вот тех маток, которые были ранней весной, были выведены и хорошо поработали целый месяц больше. Им не давали работать, но за месяц они хорошо сеяли максимально. А? Не могут уничтожить, потому что в патроне, в пенопластовом. А если даже и прогрызут, отсюда сбоку ведь уничтожают, жалят-то. Лоб у матки настолько крепкий, это природа, настолько крепкий, что пчела прогрызет этот самый маточник и наткнется уже на выходе на молодую, и в лоб она ее жарить не может никак. Обычно пищевую фольгуешь. Вот. А пчелы не трогают, да? Не могут. Вы знаете, здесь, как Если говорится, она у них увилась. природа работает, пчелы тоже работают. Я не хочу фантазировать, но догадываюсь, что пчелы очень хорошо чувствуют, не понимают. Пчелы ничего не понимают. У них программы мощные, природные, и благодаря вот большому коллективу, как говорится, они могут принимать решения. Но эти решения опять заложены в самих пчелах. Ученые нашли, что пчелы знают прошлое, настоящее и будущее. Как это, на каком уровне передается, остается загадкой. Опытные пчеловоды заметили, и я однажды заметил это, значит, что один год из зимовника достаешь, а расплода почти нет. И пчелы есть, и матка есть, а расплода очень мало. Обычно матки начинают, как по-старому говорить, червить, засевать. Это конец февраля, начало марта. Начинает уже в рабочем стадии выходить. Так вот, если там его нет, а семья сильная, это означает, что весна будет поздняя и будет прохладно. И пчелы об этом знают. Как? Иногда ошибается даже.
А если наоборот, весна была теплая, открываешь на выставку, открываешь, удивляешься, 4-5 рамок по ладошке. Когда? Зачем? Они что, в феврале, что ли, начали сеять? А, видимо, так. Видимо, так. Они знают время. Полностью закрытые в подвале, держали чуть не по месяцу по целому. Они время знают. Пчелы могут определять во время полета по Солнцу и по магнитно-силовым линиям Земли направление. Великий ученый Карл Фриш, лауреат Нобелевской премии, он был. Куда мне сделать? Он сделал такое открытие. Куда мне литки сделать? Ставил кормушки Да? на расстоянии километра. Пчелы прилетали из пасеки, брали корм. Да. Пчелы брали корм, в семье делали движение, язык пчелиный свой, указывали расстояние, азимут, то есть направление. Восток. Вот. И через некоторое время масса пчел из этого улья вылетали прямо к кормушкам. Значит, они определяют вот это. Тогда он взял эту кормушку, поднял на высоту 50 метров на мачту, пчелы прилетели, а пчелы сидели в кормушке, там, брали в это время. Они прилетели и дали указание 50 метров. Это по нашему расстоянию. Но высоту они дать в танцах не заложено. Поэтому вновь прилетевшие пчелы, получившие информацию, не долетая до мачты на 50 метров, ходили по кругу и искали эту кормушку. Вот, пожалуйста, вам пример того, насколько это высоко организованное животное. И последнее. Как матки, вот здесь написано, в учебнике в этом написано, как выводить матку в семье, вот, без подсадки, без всякой. Если вы до 10 мая сделаете операции по шахмату, то есть в первых числах мая, значит, обезматочные семьи, матку выводят пчелы, но должно быть гнездо со старой маткой. Итак, у меня много корпусное содержание. Было такое, и на 300 было, и на 230 было. В последнее время я на 230 оставил. Вот, привычнее для меня. Значит, пчел немного в первых числах самого мая. Я нахожу матку в ящике ее, формирую корпус из этой семьи, одну рамку беру с печатным расплодом, одну рамку ставлю кормовую, 4-5 рамок ставлю суши и пару рамок в конце вощины. Этот готовый корпус, у меня приготовленный корпус, значит, я его откладываю в сторону, утепляю, чтобы холод не наступил туда, ну, подушку бросаю. Семья, которая осталась без матки, расплода много, пчел много. Я сверху ставлю пленку. У пленки сзади делаю прорезь 5 сантиметров
на 20, а впоследствии просто до конца не дотягивал, оставлял такой зазор. Ставлю решетку и на него ставлю корпус со старой маткой. Сиротство есть, общение есть, но и сиротство есть. Поэтому пчелы выводят одну матку. Одну. Получается, они выводят ее как тихая смена. Матка хорошая, крупная. Поэтому эту матку я в июле не меняю, не подсаживаю к ней маточник, значит, чтобы матка сменилась. Получается, что двухматочная семья, но это не двухматочная семья. Это мама работает с дочкой. Наверху старая матка работает, засевает. Внизу через месяц начинает молодая матка работать, сеять. Здесь требуется контроль. Я смотрю, матка работает, матка сеет, значит, жду несколько дней, и когда появится зрелый расплод, здесь уже, вот, я беру часть рамок, даже подстраховываю, хотя бы с пятачок печатного расплода. Вот так. Значит, беру часть рамок из материнского гнезда, где старая матка находится, еще бы родин корпус формирую и ставлю на нижний корпус. Матка внизу, наверху разновозрастной расплод, забратый оттуда, от матки, от верхнего гнезда, и получается у меня трехэтажный улей. 3 корпуса стоит. Но пленку я тогда убираю и ставлю решетку. Матки, как правило, не встречаются. Как правило, для подстраховки можно поставить магазинную надставку на 145 и потом поставить решетку. Таким образом, какое-то время они работают вместе. Семья получается довольно приличная. Сегалетка внизу не роится. Не роится. Был печальный опыт. Из-за холодов и очень неустойчивой погоды мая, который нынче был, у меня получилось таким образом, что я немножко опоздал. И не до 10, а до 15 мая я все сделал. И у меня несколько семей отпустили рои. Потому что заложили пчелы уже в начало подготовки к роению 15 числа. Как правило, после 20 пчелы начинают роиться. И интенсивное роение будет где-то числа с 25 по 10 июня. Но это зависит от разных причин, от породы пчел, и, значит, от кормовой базы, от погоды и опыта пчеловода и так далее. Таким образом, значит, мои семьи весной автоматически себе выводят матку сами. В единственном числе, если вы не прозеваете, не опоздаете, и сегалетка не роится, а старую матку перед взятком я убираю, оставляю ей одну рамку с печатным расплодом, одну, и ставлю на другое дно, как отводок. Пчел мало,
критическая масса для роения и выхода старой матки должна быть не менее 800 грамм или 1200. На этой основе делаются все на продажу, Пакеты. значит, семьи, где находятся 4 рамки и кило 200 примерно до 1,5 килограммов летных пчел, и идет, значит, такой отводок идет на продажу. Идет. Вот примерно такая упрощенная вот схема. Очень удобно, очень удобно. Экономится много времени. Способ проверенный, надежный. А в случае, если какая-то из маток не вернется с облета молодых, у меня старая матка есть. Проверив, месяц контроль не прошел, я проверил, засева никакого нет, все там вычищено, все там хорошо, значит, можно сделать 2 случая. Или матку объединить семью, но аккуратно объединять. С тем, чтобы там не было никакой революции. Что? Ну, естественно, отвлечь внимание. Я делаю очень примитивно. В кружке сделаю этот самый сироп, накрутил, набрал, вот так вот. И закрыл, как говорится. Семей-то мало у меня. Было бы там много. Я сейчас держу где-то 4-5 семей, не больше держу, потому что, увы, его величество возраст работает. А? Не понял. Подожди, немецкая. Значит, я держу крайнику. Карника. Не карника. Много лет. Она почти ничего не отличается от карпатки. Но вот что-то мне понравилось. Зимой. У нас здесь продают крайнику и продают карпатку. Говорят, что еще продают карнику. Но я что-то сомневаюсь. У меня карника есть. Карник? Так это то же самое, что карника, один в один. Просто разные названия. Вы знаете, я сомневаюсь. Почему сомневаюсь? Вот я был когда в Германии. Я из Германии выписал Вчера года я был на пасеке. Я сразу увидел разницу, небольшую разницу. Значит, крайника и значит, карпатка, крайника и карника, они, как говорится, ну, практически неразличимы. Троязык пишет. Практически неразличимы. Вот стоит на коробочке, что карника или там крайника стоит на коробочке, вот я и покупаю и верю, что это самое. А может там карпатка, я не знаю. Потому что они очень близки. То, что Сколько евро стоит? речь между рамками Без доставки еще. а поздняя осенняя обработка какая-нибудь, они запропонуют или все-таки присутствует верхняя вентиляция? Ну, да, где-то подешевле. Может за 70. Так, пожалуйста, повторите, я не сказал. Остальное. Вот точно вставляют между рамочками. Они От нее уже все посыпаны. Дочки. Дело в том, что когда вставляют вот между рамочками, так, Уже 6 лет. бросочек 6 лет уже. высоко, и, значит, пчелы Ну, я меняю периодически. спокойно отходят, работают. Раз в 2 года. Как вы Новых будете выпусков. работать, скажите? Нет, По интернету. осенью обработали бифином или еще что-нибудь. На но сайте. После пчелы запропылесованы зиму эти брусочки. Запрополисованы. И в зиму Потом расскажу. находятся Больше. пчелы. После мешать. Литок внизу. Об этом Шахматов пишет и все время говорил, что нижний литок должен быть открыт
полностью. У вас ведь полностью лоточек весь убранный. Да, Нет, Рудя сейчас. полностью внизу он достает, чтобы был Евгений тогда Рудь, Кир. 250-200 миллиметров. Потом еще вопрос. Вот по этим патрончикам, когда лучше до главного разбора или за несколько дней, или в первых числах эти Значит, маточники? я в свое время Лишь бы не оборвался. делал такую вещь. Начал изравиться. Значит, 25 лет я держал на липе. Когда хороший взят на липе. В те времена липа цвела поздно, 10 числа 15 10-15. июля. Вот, Сейчас 20. цвела. И поэтому я где-то в последней декаде, На малине можно. я в последней декаде делал вот такую операцию. Брал корпус, ставил вощину, оставлял с ней место для одной рамки. Затем брал из продуктивной семьи рамку, где имеется засев разновозрастной и яйца имеются, ставил в середину, сверху решетку И еще такие матки, когда желательно, чтобы выходили до главного разбора. Да, Лишь бы был взяток, а тут уже смотрю сам. Я вас к этому веду. Она может быть строена. Я вас к этому И не уничтожить, пока это не веду. влетит. Будьте внимательны, слушайте меня. Я вас к этому подвожу. Потому что если я вам скажу сразу ответ, вот, то вы как не созреете для этого. Надо только понять. Процесс-то надо понять. Начинаю снова. Ставлю корпус с вощиной, ставлю в середину рамку с разновозрастным расплодом и засевом, сверху решетку. Матку я нахожу сразу, матку сразу делаю небольшой отводок, очень небольшой, скромный, на полкорпуса буквально. Затем все остальное ставлю выше решетки, все корпуса. Через некоторое время, а это я делаю примерно за неделю, за неделю делаю до цветения липы. У меня была низина, я приезжаю в город и смотрю, о, липа пошла. Все, побежал скорее сделать эту операцию. С номером там совершенно. Получается, где-то за неделю, за 10 дней Плохо видно. у меня в неделе вот цветки липа. За это время пчелы заложат маточник один. Почему один заложит? Потому что начинается медосбор, и пчела в виде маточника. То есть для них это сигнал. Кончайте роиться, липа быстро отцветает. И получается, через где-то пару недель я проверяю, над решеткой у меня было 2 корпуса с расплодом и 3 корпуса с сушью и вощиной. И за 10 дней цветения липы они полностью все залиты медом. Почему? Потому что пчелы здесь никого не кормили в последнее время. Рабочая сила постоянно вылуплялась, поступала, и, как говорится, армия работников по сбору медов увеличилась. Но этот прием не сработал у меня, когда я ехал в деревню Жеброво, а там взяток с лугов, луговой. Вот. Максимальные привесы улья показывали до 4 килограммов, не больше. А здесь показывали до 11-13 килограммов в день. Когда благоприятные Деньги условия. Вот все, что вот я поделился с вами. Какие еще у вас были вопросы? А в корпусах у вас есть легкие? Где корпусы? Значит,
в корпусах у меня почти во всех есть пятки, я их сделал сам, потому что купили эти контейнеры этих кусок платиновых заводов. Там кусков не было. Значит, я нашел выход таким образом. У меня есть У пылесоса старого по алюминию. Я его пошел в магазин, толщина стенки 3 миллиметра. Купил надел из алюминиевой трубки, делал зубчики по краям, как у пилы. Ставил ручку и пенопластовый корпус ставлю, и там, где надо, я кручу и достаю оттуда пенопласт. А вот отрезанный кусок от купленный, как раз он по толщине такой же, как алюминиевый, я туда его запрессовываю. Поэтому, а то, что я пенопласт достал оттуда, я его чуть подправляю, и он у нас ровкой. Вот все. Видели, как у меня плоская брусочек во всю величину. Во время главного взятка и зимовки лежок я достаю. На летке сделаны две щелеобразных таких вырезки на 25 миллиметров и на 100 миллиметров. 100 миллиметров, надо немножко еще раз, сам будет 25 миллиметров. Реально, серьезно, так как бы 100 миллиметров, не заужаете ничего уже? Или все-таки заужаете еще дополнительно? Весной, после холода. Междурамочное пространство вы уменьшаете. Значит, я этого ничего не делаю по простой причине, что у меня улей пенопластовые, и пчелы там. Значит, у меня нет этих положков, лежит просто на последнем лежит пленка. И крышка. Крышка взаимозаменяемая. Крышка, она сверху она чуть-чуть проморгаешь, сделаны, а снизу сделаны, значит, кромочки такие, ставишь на корпус, она и дно, она и крышка. То есть унифицированная дно крышка, они унифицированы. Значит, я в 2006 году я сейчас стал пенопласт двойку. мы купили вдвоем 2 контейнера вот пенопластовых хули и очень нравится. Деревянные у меня стоят, как склад. Я стоит, запасики закрыты. Но надоело, так я их. Сашка, доставьте себе лежак. 24 рамки. Обшитый. 50 килограмм весит. Толщина у него получается где-то чуть не 60 миллиметров. Весит 95 килограмм. Полтора такие. 16 грамм. И вот женщины, пчеловоды, мучаются с ними, надрываются. И вот сколько лет я объясняю людям, что этот же объем лежака 150 литров, пенопластовый 9 килограмм, 10 всего-навсего. Кило 200 корпус весь. У меня стоит отдельный корпус. Кило 200. Деревянный взвешиваю от 6 до 8 килограмм. А если он из сосны, так он все 11 килограмм. То есть вот для моего возраста, допустим, это просто было неподъемно. А сейчас я с ними работаю. И я с протянутой рукой
Куда бегут? Соседи. Дядя Васильевич. Он мне уступает несколько семей, приобретаю я у него этих семей. И больше постучу. Каждый человек через это проходит. Да. Почему стучу? Пчелы персимонники стоят, а чтобы отплясной, когда вы их не узнали, у Шахматова где-то 5-6 лет назад, значит, он мне звонит, не знает, чем объяснить, у меня получилась беда, но я уже исправил. 20 зимовальных семей, как обычно, все погибли. Все. Мне 51-17 осталось. Раз погибли, значит, он приобрел эти 20 семей, стал продолжать дальше. Если бы у него, как вот вы говорили, зимовки, это могут быть единичные случаи, вот, то я бы своими глазами не видел по 60 миллионов приобретателей. Я хотел принести, забыл. Из-за чего не погибли? Где он эти 60 миллионов? Пойдет. Когда у него зимовало 20, я он забывал. Значит, от случайностей никто не застрахован. Никто. Где-то всю жизнь своим пришел 45 лет. Самое сложное животное в животноводстве – это пчела. Полностью просто. Она мало живет. Ей в одно место градусник не поставишь. Укол не сделаешь, как скотину выручают. Муха. Только что ползала, а тут лапки кверху. Работаешь, как бы, Так, пожалуйста, еще Ладно, вопрос. рабочий, перебито.